Соклапанзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 55-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара. Автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки вы сможете найти на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. У нас с вами на сегодняшнем занятии следующий план работы. Мы с вами освоим некоторые фразы культуры речи, потом отработаем один небольшой диалог и закрепим некоторые правила чтения. Итак, приступим. Сначала у нас фраза культуры речи. Если мы хотим сказать на абазинском, у нас получится «ачажара акультура». Давайте вспомним сразу, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение выделенных букв. Здесь у нас выделены буквы Ч и Ж. Давайте напомним себе, что букву Ч, которая пишется как Ч, В, мы с вами запоминаем с помощью слова постель. Постель на абазинском языке чарта. Ч, чарта. Следующий звук, звук Ж. Пишется как Ж, В. Звук Ж мы с вами запоминаем с помощью слова корова. Корова на абазинском языке Ж. Итак, двигаемся дальше. Сейчас мы с вами освоим некоторые фразы культуры речи. Кто-то вспомнит, а кто-то изучит. Итак, как спросить на абазинском «как твое здоровье»? Узвядара шпау. Ушпау. Как твое здоровье или как ты. Да? В этом предложении мы видим одну интересную букву. Это буква В. Давайте обратим внимание на то, как пишется буква В. Она пишется как Г, палочка, В. Да? Г, палочка, В образует звук В. В. Звук. Произношение звука В мы с вами запоминаем с помощью слова гнездо. Давайте вспомним. Гнездо на абазинском языке вяра. В, вяра. Теперь давайте еще раз прочитаем это предложение. Узвядара шпау. Ушпау. Как твое здоровье? Как ты? Следующая фраза культуры речи. Юохуа ачия. Что у тебя болит? Юохуа ачия. Что у тебя болит? Давайте теперь разберем выделенные буквы. В слове юохуа мы видим звук х. Давайте обратим внимание на то, что звук х пишется как х мягкий знак. Произношение этой буквы мы с вами запоминаем с помощью слова золото. Золото на абазинском языке хапщ. Х, хапщ. В слове аджия мы видим звук ч. Да? Звук ч пишется как ч, палочка, в. То есть ч, палочка, в образует звук ч. Ч. Давайте обратим внимание на этот звук. Это не самый простой звук. Уделим ему немного больше внимания. И напомним себе, что звук ч мы запоминаем с помощью слова яблоко. Яблоко на абазинском языке ча. Ч, ча. Юохуа ачия. Юохуа ачия. Что у тебя болит? Да? Вот такая фраза. Аллах зуядара ауитст. Аллах зуядара ауитст. Звук х в слове Аллах мы с вами запоминаем с помощью слова груша. Да? Груша на абазинском языке ха. Х, ха. Давайте обратим внимание на то, как пишется звук х. Звук х пишется как х-палочка. Х-палочка.
Следующее слово звядара, звядара, да? Звук «в» мы уже встречали на сегодняшнем занятии. Давайте еще раз напомним себе, что звук «в» мы с вами запоминаем с помощью слова «гнездо». Да? Гнездо на абазинском языке «вяра». «Вяра». Давайте обратим внимание на то, как пишется звук «в». Пишется звук «в» с помощью букв «г», палочка «в». Г, палочка В образует звук В. Следующий звук это звук Г. Посмотрите, как он пишется. Г, палочка, да? Хауит. Звук Г пишется как Г, палочка, и запоминаем мы его произношение с помощью слова весна. Весна на абазинском языке гапн. Г, гапн. Звук Т, посмотрите на слово хауит. Вот. Самый последний звук это звук Т. Его мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Сова на абазинском языке Т. Итак, Аллах зугадара ауит. Да? Эту конструкцию мы используем, когда мы желаем здоровья мужчине. Если мы хотим пожелать здоровья женщине, что мы говорим? Аллах зугадара абит. Аллах зугадара абит. Да? Если мы обращаемся к группе людей и хотим сказать, пусть Всевышний вам пошлет здоровье, да? Мы говорим Аллах зугадара ашит. Аллах зугадара ашит. То есть мы обращаемся уже к группе людей, используем это слово во множественном числе. Обратим внимание на слово «ашит». Мы звук «г» разобрали, звук «т» разобрали, остался звук «ш». Да? Обратим внимание на то, что звук «ш» пишется как «шв». Произносим мы его как «ш». Произношение звука «ш» мы с вами запоминаем с помощью слова «олень». Олень на абазинском языке шарах. Шарах. Разобрали все выделенные буквы. Еще раз прочитаем предложение. Аллах зугадара ауит. Или если к девушке или к женщине, Аллах зугадара абит. Если к группе лиц, то Аллах зугадара ашит. Да? Вот, разобрали с вами первую часть. Первая часть, напомню, была посвящена фразам культуры речи. Сейчас следующая часть нашего занятия, здесь мы разберем небольшой диалог. Давайте вспомним, как диалоги на абазинском языке. Диалоги на абазинском языке айчажараква. Давайте повторим все вместе. Айчажараква. Обратим внимание на само слово айчажараква. Мы здесь видим целых 3 буквы, которые выделены цветом. Давайте напомним себе, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение этих букв. Начнем с буквы Ч. Обратим внимание на то, что буква Ч пишется как ЧВ, произносится как Ч. Запоминаем мы произношение буквы Ч с помощью слова постель. Чарта. Чарта. Следующая буква это буква Ж. Обратим внимание на то, как пишется буква Ж. Она пишется как с помощью двух согласных Ж, В, да? Произносится как Ж. Запоминаем мы произношение буквы Ж с помощью слова корова. Корова на абазинском языке Ж. Ж. Следующая буква, которую мы с вами разберем, это буква К. Буква К. Ее произношение буквы К мы с вами запоминаем с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. Крыша на абазинском языке К. Айчажараква диалоги. Чарта постель. Ж корова. К крыша. С этим мы с вами разобрались. Двигаемся дальше. Сейчас мы с вами приступаем к диалогу. Итак, я читаю, вы слушаете, можете переписать для того, чтобы
эффект от занятий был максимальным, потому что чем чаще мы с вами будем писать на родном языке, тем быстрее мы с вами заметим, что наступил прогресс в изучении родного языка. Итак, приступим к упражнению. Бомшбзита Мадина. Добрый день, Мадина. Еще раз давайте прочитаем. Бомшбзита Мадина. Добрый день, Мадина. Рахаги бзита Асият. Рахаги бзита Асият. Добрый день, Асият. Давайте теперь обратим внимание на слово рахаги. В слове рахаги мы видим звук х. Давайте обратим внимание на то, как пишется звук х. Звук х пишется как х-палочка. Х-палочка. Произносится как х. Чтобы нам с вами легче было запомнить произношение звука х, мы с вами используем такую подсказку. Мы с вами запоминаем произношение звука х с помощью слова груша. Груша на абазинском языке ха. То есть, когда нам с вами нужно написать слово, в котором есть буква х, мы вспоминаем слово груша, и сразу всплывает у нас в памяти, как пишется и как произносится эта буква. Следующая буква – это буква г. Это очень простая буква, легко предположить, как она правильно пишется. Буква г пишется как г мягкий знак. Запоминаем мы произношение этой буквы с помощью слова чебрец. Чебрец на абазинском языке ген. Ген. Разобрали выделенные буквы, теперь давайте прочитаем еще раз это предложение. Рахаги бзита Асият. Рахаги бзита Асият. Добрый день, Асият. Бчайкс гуабхум. Карабыхюма. Бчайкс гуабхум. Карабыхюма. Ты плохо выглядишь. Ты не заболела? Теперь давайте разберем выделенные буквы. Посмотрите, вот буква Ч в слове бча. Давайте вспомним, с помощью какого слова мы с вами запоминаем произношение буквы Ч. Итак, букву Ч мы запоминаем с помощью слова постель. Постель на абазинском языке чарта. Чарта. Переходим к слову гисгуабхум, то есть мне не нравится, да? Гисгуабхум. Первая буква – это буква Г. Обратите внимание, что буква Г, простая, да, буква, как пишется буква Г, как Г мягкий знак. На всякий случай у нас есть слово подсказка. Запоминаем, что букву Г мы запоминаем с помощью слова чебрец. Ген. Следующая буква – это буква Г. Обратим внимание на то, как пишется буква Г. Она состоит из двух согласных, из буквы Г и В. Пишется как две согласные Г, В. Произносится как Г. Запоминаем мы произношение буквы Г с помощью слова сердце. Сердце на абазинском языке Г. Следующее слово кара, да, кара. Звук К мы с вами запоминаем с помощью слова калина. Калина на абазинском языке карма. Карма. Давайте обратим внимание на то, как пишется звук К. Звук К пишется как К-палочка, да? К-палочка. Произносится как К. Произносится как в слове карма, калина. С этим мы с вами разобрались. Теперь следующий звук бхюма, звук Х. Звук Х пишется как Х мягкий знак. И запоминаем мы произношение этой буквы с помощью слова золото. Золото на абазинском языке хапщ. Хапщ. Разобрали все выделенные буквы. Теперь давайте еще раз прочитаем эти два предложения и отработаем правильное произношение этих букв уже во фразах и в словах. Приступим. Бча гисгуабхум карабахюма. Бча гисгуабхум карабахюма. Ты плохо выглядишь. Ты не заболела? Спцехит. Зуб болит. Спцехит. Зуб болит. Итак, в слове сехит мы видим звук х и звук т. Давайте вспомним, что звук
Х мы с вами запоминаем с помощью слова золото. Золото на абазинском языке хапщ. Х, хапщ. И, конечно же, звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Еще раз прочитаем предложение. Спец сыхит. Спец сыхит. Зуб болит. Следующее предложение. Уже аврач корпнапцума. Сейчас идешь к врачу? Уже аврач корпнапцума. Сейчас идешь к врачу. Давайте разберем выделенные буквы. Буква Ж в слове уже. Мы ее запоминаем с помощью слова корова. Корова на абазинском языке Ж. Да? Давайте дополнительно еще раз обратим внимание на то, что звук Ж пишется как Ж в. Просто дополнительно напомним сами себе этот факт. Аврачка. Звук К пишется с помощью двух согласных. К, В. Запоминаем произношение буквы К с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. Крыша. Еще раз прочитаем это предложение. Уже аврач корпнапцума. Уже аврач корпнапцума. Сейчас идешь к врачу. Шта. Ауи асқан бласха. Бзила. Шта. Ауи асқан бласха. Бзила. Да, тогда поспеши. Пока. Теперь посмотрите на слово асқан. Звук Х, который пишется как Х, твердый знак, мы с вами запоминаем с помощью слова шапка. Да? Шапка на абазинском языке хлпа. Хлпа. Еще раз обратим внимание, что звук Х пишется как Х, твердый знак. И теперь последняя фраза сегодняшнего диалога. Бзила асьят. До встречи, асият. Бзила асьят. До встречи, асият. Очень хорошо. Теперь переходим к заключительной части сегодняшнего занятия. Это раздел «Правила чтения». Здесь мы с вами познакомимся с некоторыми новыми словами и вспомним, отработаем чтение слов на букву О. Но перед этим давайте обратим внимание на выделенные буквы и вспомним, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение этих букв. Итак, правило чтения на абазинском языке это ахарыфка ргабхаща. Ахарыфка ргабхаща. Звук Х мы запоминаем с помощью слова груша. Ха. Звук К мы с вами запоминаем с помощью слова крыша. К. Звук Г мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. Г. Гапн. Звук Х мы с вами запоминаем с помощью слова золото. Золото на абазинском языке хапщ. Х. Хапщ. Приступим. Вот первая группа слов на сегодня. Кубан, кувшин, куабыз, гармонь, куадама, ветвь, сук. И теперь, смотрите, давайте обратим пристальное внимание на то, как пишется звук О. Это один из самых таких непростых звуков. Давайте дополнительно еще раз обратим на него внимание и постараемся запомнить его правильное написание. Итак, звук О пишется как К, твердый знак В. К, твердый знак В. Читается как О. Посмотрите. О, кубан. О, куабыз. О, куадама. Да? Но мы привыкли, что, я имею в виду на наших занятиях, мы чаще всего запоминаем произношение звука О с помощью слова куабыз. Гармонь. О, куабыз. Обратим внимание на слово кубан. Здесь мы видим также букву Г. Напомним себе, что букву Г мы запоминаем с помощью слова гапн, весна. Г, гапн. Разобрали выделенные буквы. Давайте еще раз прочитаем слова на слайде и постараемся отработать, отрепетировать правильное произношение выделенных звуков. Кубан, кувшин, куабыз, гармонь, куадама, ветвь, сук.
Бан – кувшин, абыз – гармонь, адама – ветвь, сук. Ада – теплый, и – колодец, од – фасоль. Ада – теплый, и – колодец, од – фасоль. Обратим внимание еще раз на звук О. Давайте еще раз на него посмотрим. Постараемся запомнить, что звук О пишется как К, твердый знак В. К, твердый знак В образует звук О. Как в словах О, ада, О, и, колодец, да? О, од, фасоль. Напомним себе, что обычно мы запоминаем звук О с помощью слова абыз. Каждый может запомнить этот звук с помощью того слова, которое ему больше нравится, но мы вот используем картинку гармонии. Еще раз прочитаем слова. Ада – теплый, и – колодец, од – фасоль. Ну вот и подошло к завершению наше сегодняшнее занятие. Напомню вам, что мы сегодня познакомились с некоторыми фразами культуры речи, отработали диалог и повторили правила чтения звука О. Отрепетировали, да, его произношение. Итак, прежде чем с вами попрощаться, я вам хочу напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза БСЖ и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза БСЖ. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах джаза разхат.